И снова здравствуйте, дорогие друзья. Хомахас, достар, сомасас, дослар. Как говорится, на всех наших основных языках давайте разговаривать. Кстати говоря, почему бы и нет, в чате особенно это приветствуется. В общем, я рад начинать новую неделю, последнюю даже, да, если быть точным, полную неделю уходящего 2025 года. Для нас, живущих в Западной Европе, это уже такая рваная неделя, так сказать. Состоится празднование Рождества, как мы привыкали раньше говорить, католического, но это не совсем точно, да. Это не только католики отмечают, это весь западный цивилизованный мир. Протестанцы, англиканцы и все прочие течения христианской веры отмечают Рождество именно 25 декабря. Вот. И, в общем-то, наши бы отмечали, если бы не проявили тупизм и консерватизм в момент изменения календаря большевиками. Ведь, по сути, праздник-то один и тот же. Вот. Просто РПЦ продолжает упорно настаивать на том, что нужно отмечать по календарю, который давно уже отошел от реального времяисчисления, летоисчисления. Я имею в виду юлианский календарь, который как раз-таки вынуждает православных отмечать 27 января. Вот. В общем, это все, конечно, любопытно, но не так важно, хотя, наверное, вы и так все это сами прекрасно знаете. Зато, пока я все это дело обсуждал, у нас с вами ожил чат, и уже вы без напоминания и предупреждения здороваетесь со мной и друг с другом. Дорогие друзья, спасибо за это, Зур Рахмет. С нами здесь Стобавовна, Римма, Софья, Алмаз и пока все. Вот, Софья пишет приветствие тоже на родном языке, Алмаз также на своем, на казахском, замечательном и понятном для нас с вами, да ведь? Вот. Значит, Яма Башкорт, наш дорогой земляк, тоже пишет. Как же так? Вы не на линии, да? Вы уже, наверное, добрались и в ожидании находитесь. В любом случае, мы очень рады. В республике тепло относительно по-зимнему, да, -5, если верить Яндекс погоде в Уфе. Пасмурно, будет снег. В общем, такая нормальная зима пришла, и довольно сильные морозы были позади, и впереди довольно сильные морозы. То есть, в общем, все нормально устаканилось. Вот. Ну, тут, наверное, даже не это важно. Важно, что сегодня 22-е, значит, мы пережили день зимнего солнцестояния. И теперь мы живем уже в ожидании весны и лета, потому что с каждым днем продолжительность светового дня теперь будет становиться больше. Но, по-моему, сегодня еще не больше. Тут фаза плато, скажем так, когда длина дня еще не меняется. Но завтра уже точно ночь будет сокращаться. И таким образом, хоть и косвенно, но внушать некую надежду на свет, на улучшение для всех добрых людей. Вот, дорогие друзья. Так, Яма Башкорт, оказывается, дома сегодня, а машина на ремонте. Ну, тоже такое бывает, как говорится. Так. По поводу украинцев вы правы. Официально там решение принято на перенос Рождества на 25 число. Вот. Понятно, что это будет долгий процесс, есть традиции. Хотя, если уж говорить о традициях, то для наших народов, даже для христиан, для православных, все-таки Рождество до сих пор не стало вновь родным и главным праздником. Все-таки большевики своего добились, начиная с 30-х годов, втюхивая идеологию Нового года. Ничего плохого в Новом годе, конечно, нет. Вот, но Рождество действительно у нас для народа, оно все-таки такое формальное скорее. Может быть, кстати, если бы оно отмечалось до Нового года, 25 декабря, как-то эти традиции начали бы возрождаться и вновь как-то вот жить своей жизнью. Но то, что у нас оно 7 января, когда есть просто ощущение, что это какой-то
день, когда вот надо завершать праздники новогодние. Ну вот, по крайней мере, у меня было такое ощущение. Я не знал среди даже каких-то близких себе православных людей, кто бы отмечал этот день вот именно со всей душой, как день, когда там семьи собираются, какие-то особые подарки друг другу дарят, какие-то блюда готовят. Ничего подобного я не видел ни разу. И тут я могу, конечно, ошибаться, потому что оперирую лишь собственным опытом, но как-то вот оно, впечатление именно такое. Здесь, конечно, у нас по-другому. Здесь это главный праздник, основной праздник. Вот, как шутят многие наши соотечественники, елку покупать на базаре елочном до 25-го не надо, потому что уже 26-го можно найти бесплатно такую же прекрасную елку и с помощью нее отметить Новый год. Потому что многие немцы от елок избавляются сразу после Рождества. А некоторые избавляются где-то в мае месяце. И это хорошо видно, потому что здесь елка выносится на улицу, просто на тротуар и оставляется буквально возле дома. Вот, после чего специальные службы эти елки собирают. Хотя даже в этом вопросе есть, конечно, рекомендации относить в определенные места к определенным датам, но это плохо исполняется, насколько я успел пронаблюдать. Вот такие у нас дела с празднованием. Кстати, накануне побывал на одной из главных рождественских ярмарок. Вот это вот, знаете, наверное, слышали или видели. Кто-то, может быть, бывал на площадях европейских городов. Разбиваются такие вот территории, где торговля всякими вкусняшками, сувенирами, значит, распитие там глюнвайна или глинтвейна по-нашему, да, вот, и так далее, и так далее. Что я могу сказать? Все очень красиво, душевно, но очень-очень много людей, не пройти, не проехать, вот, ну, а какими-то кулинарными изысками нас не удивишь. Очень уж непритязательные в своих традициях еды, скажем так, по крайней мере, жители Германии. Ну, что уж там, сосиска в булочке с горчицей и кетчупом, это, наверное, не верх изысков, но это, чтобы купить, надо в очереди выстоять. Я уже не говорю про какие-нибудь там орешки в карамельном кляре, или как это назвать. В общем, ничего удивительного, но есть в этом какая-то фишка, есть какие-то в этом традиции, опять-таки, да, поэтому люди тянутся, и прям-таки очень сложно там находиться из-за обилия людей. Ладно, снова я немножко не о том, давайте все-таки к новостям. У нас есть о чем поговорить, может быть, не так много, но есть. В воскресенье у нас следующие события с вами происходили. Минобороны России сообщила о перехвате и уничтожении в ночь на воскресенье 3 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщал Интерфакс. По этим данным, 2 беспилотника ликвидировано над Волгоградской областью и 1 над Ростовской. ВСУ, в свою очередь, подтвердили вывоз жителей приграничного украинского села Грабовое в Сумской области российскими военными из 36-й бригады. Украинский уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубенец утверждает, что местонахождение вывезенных жителей неизвестно, связи с ними нет. Он призвал Москву вернуть украинских граждан. Накануне Минобороны России отчиталась о захвате соседствующего с Грабовым с севера села Высокое. Басманный суд в Москве арестовал защитницу прав коренных народов, представительницу селькупов Дарью Егереву по делу об участии в террористической организации. Этой организацией следствие считает объединение «Абориген-форум», в которое входят эксперты по правам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, написала «Медиазона». Международный комитет коренных народов России сообщает, что вместе с Егеревой был задержан еще один правозащитник. Его имя не было названо. По статье об участии в террористической организации им грозит до 20 лет колонии. Вот так вот метрополия уничтожает любые попытки бороться за национальную идентичность коренных народов империи. Суд в Королеве признал местную жительницу виновной в демонстрации экстремистской символики и оштрафовал ее на 1000 рублей.
Дело завели из-за наклейки с питбулем на автомобиле, который силовики обнаружили на местной парковке. Полицейские сочли изображение собаки символикой неонацистской группировки «Питбуль», запрещенной в 2010 году, пишет «Медиазона». Хозяйка машины признать вину отказалась. На суде она заявила, что наклейка лишь предупреждает о собаке в машине. Боже мой, друзья, кто-нибудь слышал когда-нибудь о террористической организации «Питбуль»? И при виде наклейки с «Питбулем» у вас возникают соответствующие ассоциации? Какой маразм! Бывший председатель Солнцевского райсуда Москвы Артем Матета обвиняется в крупном мошенничестве и хранении наркотиков, пишет «Коммерсант». По версии следствия, обвиняемый в 2020 году пообещал бизнесмену обеспечить прекращение уголовного дела и победу в арбитражном споре за почти 25 миллионов рублей и 700 тысяч евро. Молодец. США предложили новый формат мирных переговоров по войне в Украине с участием всех ключевых сторон, включая представителей Европы. Ты смотри. Об этом заявил президент Украины Зеленский. По его словам, Киев примет решение, когда станет ясно, дали ли результат возобновившиеся недавно двусторонние переговоры с американскими представителями. Пока не ясно, когда и в каком виде такой формат может заработать. В Киеве подчеркивают, что будут ориентироваться на реальные результаты, а не на слова. Илон Маск, глава компании Tesla и SpaceX, стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 700 миллиардов долларов. Как пишет Forbes, главный драйвер последнего скачка роста капитала Маска – это судебное решение, касающееся компенсационного пакета Tesla от 2018 года, который предусматривает опционы на акции в сотни миллиардов долларов. Большая часть капитала Маска – это 749 миллиардов долларов. Это доля, собственно, в двух компаниях, основанных Маском – Tesla и SpaceX. Вот такие вот у нас были новости по итогам воскресенья 21 декабря 2025 года. Так. Вот у нас тут и сообщение. Доброго утра, пишет Вадим, который к нам присоединился. Стобавовна сообщает, что украинцы с радостью приняли перемены по поводу Рождества, кроме, конечно, прихожан РПЦ. Ну вот я их имел в виду, конечно, те, кто не готовы перестроиться. И такие есть, надо сказать. Вот. СВО уничтожило уже один народ из малочисленных народов Севера. Да. Есть такая тоже статистика. Действительно, некоторые народы, они настолько малы, что, уже извините, там можно скончаться нескольким десяткам человек, и народа нет. Есть такая беда, и, к сожалению, это все остается буквально незамеченным, и никто в Москве, например, на эту тему не то что тревогу не бьет, даже внимания не обращает особо. Вообще мы понимаем, что если дальше будет так продолжаться, к малочисленным народам совсем исчезающим будут относиться в том числе и довольно крупные народы, к которым относим мы себя. А ведь вы прекрасно понимаете, о чем речь, учитывая скорость, с которой происходит выдавливание любой национальной идентичности, скорость ассимиляции, это все неудивительно. Я помню, как позитивно раньше воспринимал тот факт, что пропаганда хорошо относится к смешанным бракам. Я вот недопонимал, что на самом деле это одна из мин замедленного действия. Это ведь как раз-таки способ той самой ассимиляции и выдавливания всего национального, всего нерусского с территории, которую называем мы Россией. Понятно, что запрещать никому ничего нельзя. Если люди полюбили друг друга, и у нас есть куча примеров прекрасных браков, это все окей. Но поощрять такие вещи со стороны, скажем так, метрополии, это было частью политики. Вот что я хочу сказать. При том, что ничего против, еще раз, не имею. Вот, но это отдельный вопрос, поэтому к нему мы еще будем, конечно же, возвращаться так или иначе, а пока двигаемся к событиям. Трагедия, не побоюсь этого слова, случилась несколько дней назад в республике. Как-то мы о ней не говорили, но надо сказать, вот 200 баранов
стали жертвами тонкого льда, если верить заголовку, ну, например, аргументов и фактов. Вообще об этом многие писали. Это еще в начале прошлой недели случилось в Бирском районе, то есть до последних морозов, которые были в конце ушедшей уже недели. Более 200 баранов оказались на неокрепшем льду, судя по всему, по вине владельца, там, пастуха или кого-то. Вот. И, соответственно, когда лед треснул, бараны упали в воду и замерзли постепенно, довольно быстро даже, я бы сказал, и погибли. Они все принадлежали одному фермеру, которого раньше не раз привлекали к ответственности за несанкционированный выпас. На этот раз мужчина, судя по всему, снова проигнорировал требования закона и безопасности. Хутор Луч, где все произошло, находится в Бирском районе и относится к Старопетровскому сельсовету, что в 26 километрах от города Бирска. Все это произошло не на реке, а на озере Узеть. То есть даже на озерах лед еще не до конца упрочнился, так скажем, да, поэтому нужно быть внимательными и осторожными. Так. Но тема праздников, я вижу по комментариям, так или иначе нас всех цепляет. Вот у россиян праздничная шизофрения в голове. 31 декабря, в самый разгар самого строгого рождественского поста, они объедаются салатами оливье и заливают шампусиком. Затем празднуют Рождество, православные. Ну, тут уж ладно, давайте, как говорится, понимать, почему так случилось, да, все-таки. Это же, наследие, как говорится, политики большевиков. И не самое страшное. Другое дело вот то, о чем пишет Стобавовна. В советские времена их даже в советскую армию не призывали, имея в виду малые народы, исчезающие, да, с целью не дать их уничтожению. Согласен. Софья пишет: Руслан, вы смотрели прямой эфир с Путиным все 4,5 часа? Это же бесполезная трата времени. Все 4,5 нет, но я не совсем саму трансляцию смотрел, а на дожде, то, что было. Ну, там тоже на этот раз было мало включения экспертов, в основном сама прямая линия. Вот. Фоном действительно я был как-то вынужден это все прослушать. Понятно, что трата не очень эффективная и полезная, ничего нового там услышать было невозможно, но просто какие-то нюансы зацепить хотелось. И удалось, мы тем более вот сегодня даже обсудим это дело. Можно, давайте сразу же, буквально сходу, раз уж вы эту тему поднимаете. Дело в том, что степень зашкварности и позорности происходящего по понятным причинам увеличивается с каждым годом. Единственным проблеском разума на таких линиях остаются вопросы, которые задают иностранные журналисты, которых еще не разогнали и не выгнали, признав их СМИ нежелательными организациями. Ну вот, к примеру, германские СМИ давно уже иноагенты, а теперь уже и нежелательными становятся постепенно. Такими стали Deutsche Welle и другие. Вот. А, например, BBC, к счастью, по крайней мере, в лице своего там специального корреспондента продолжает работать, да. И вот от этих людей мы слышим замечательные вопросы и видим, как дедушка нервничает. Особенно, когда у него спросили, например, про личную ответственность за погибших. Он тут же несет свой абсолютнейший бред о том, что не мы это начали. Ну, то есть, пожалуй, во всей этой ужасной, уже почти пятилетке много лжи. Много лжи, в том числе вот кремлевской, московской пропаганды. И главное, самая вопиющая ложь, которая просто лежит на поверхности, но не нужно быть каким-то супераналитиком, чтобы понимать, что это ложь. Это ложь, которая говорит о том, что не мы начали. И вот он эту самую вопиющую ложь использует, отвечая на вопрос, потому что, в принципе, наверняка понимает, что ответственность на нем все-таки лежит. Вот. И для того, чтобы как-то с больной головы на здоровую переложить эту самую ответственность, хотя бы отвечая на вопрос, он начинает нести эту абсолютную околесицу о том, что не мы это начали.
Поэтому такие вещи смотреть, наверное, иногда нужно, хотя я прекрасно понимаю, что их можно увидеть потом в записи, в нарезках, в социальных сетях, их полно. Вот. Но нас-то с вами что должно интересовать? Коллеги, так сказать. Мы говорили в пятницу, что несколько человек из республики отправились на эту самую встречу. И девушке одной по имени Лейсан Закирова удалось, так сказать, блеснуть эрудицией, интеллектом и смелостью, чтобы задать вопрос. Ну, здесь, конечно, просто печально. Не хочу даже говорить, что это стыдно и ужасно, но это просто хочется плакать. У нас никогда представители Башкортостана не задавали острых реально вопросов. Но они, знаете ли, раньше хоть как-то касались республики. Ну, хоть как-то. Здесь, просто какая-то околесица прозвучала от девушки по имени Лейсан Закирова. Я думаю, что многие слышали. Но если не слышали, то она задала вопрос про опыт Таджикистана, значит, и о том, как может Башкортостан дальше участвовать в технологическом развитии других стран. Вообще какая-то хрень. Технопарк, который там вроде как в Таджикистане поручено строить Башкортостану, даже не строить, а курировать. Вот как это, значит, будет нам полезно? И как мы дальше будем такие вещи делать? Я приблизительно передаю вопрос, но я думаю, вы прекрасно и сами слышали его, и понимаете, что это, это никого в республике не касается вообще. Вот знаете, когда они заранее придумывали эти вопросы и согласовывали их по инстанциям, можно же было немножко как-то поинтереснее пофантазировать. Нет, наверное, она думала, что ей шанс задать вопрос не выпадет никогда в жизни, поэтому можно придумать какую-нибудь херню. Можно, наверное, так предполагать. Тогда сиди и руку не тяни хотя бы, да? Потому что если ты как бы девушка и в яркой одежде, то шансы того, что тебя заметят, есть. И этот шанс сработал. Но даже дедушка на эту тему как бы не стал особо разглагольствовать. По-моему, вопрос был длиннее, чем ответ даже. Понятно, что на такую ерунду как бы тратить время даже он не хочет. В общем, это хорошая иллюстрация того, во что превратилась так называемая журналистика в нашей республике. Вот на эту тему большая статья в Башинформе. Журналист из Уфы о впечатлениях от участия в прямой линии Путина. Тут надо сказать, опять же, простота, как говорится, хуже воровства, да, у нас говорят в народе. И она пишет о том, как их там мурыжили, и это уже не считается, знаете ли, раскрыванием тайны. О том, как они сдавали ПЦР-тесты на коронавирус, грипп и ОРВИ. С самого раннего утра у администрации президента были очереди. Значит, тут подарочки им какие-то дали, эти портфельчики с надписью «Россия в авангарде». Тут, как говорится, опять же, домысливать можно по-всякому, да, в авангарде чего? Зла и беспросветности, это да, это конечно. Вот, дальше, значит, тут все описано подробно. Если хотите, почитайте, как что происходило, как куда заходили. Вот, наверное, опять же, не все. По поводу согласования вопросов я, по крайней мере, не встретил пункта. Вот, что имеем, что, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Вот. Я говорила о строительстве российско-таджикистанского индустриального парка, признается девушка. Оператором федерального проекта выступает наш регион. Я искренне считаю, что во времена, когда страна ищет новые точки опоры и в экономике, и в государствах-союзниках, вопрос о международных отношениях не может быть неуместным, оправдывается она, видимо, уже получив волну критики даже напрямую от коллег. Да и потом получить высокую оценку развития и эффективности нашей республики от Владимира Путина дорогого стоит. В общем, стыд в каждом слове буквально. Кто бы что ни говорил, добавляет она. Может быть, даже ее непосредственный руководитель посмеялся. Потому что можно было хотя бы что-нибудь, я не знаю, про войну, про поддержку военнослужащих, прости господи, спросить. И то больше пользы, да, для Хабирова, там, для руководства Башинформа. А так вообще какая-то совершеннейшая бредятина. Уж я, может быть, тут излишне эмоционален, но а как иначе оценить? Ой.
Так. Значит, что у нас тут? Ага, все так же, да? 22 год. Я принял решение о проведении СВО. Да, это цитата, которая нам напоминает Яма Башкорт. Действительно, есть видео. 25 год. Мы не начали. Не мы начали. Ну, вот так вот, да. Так, кто-то в комментариях пошутил, что вопрос придумали Хабиров с Назаровым. Про Таджикистан, да? Ну, не знаю, вряд ли, конечно, вряд ли, если серьезно уже говорить про эту тему, но, скорее всего, они все-таки в такие мелочи не лезли, вот, и вопросы этим ребятам не раздавали, скорее всего, я уверен практически, да? Так, Дмитрий Гуськов тут пишет, посадят тебя скоро. Ну что ж, ждем. Все правильно, Руслан, вопрос тупой и стыдный, пишет Альберт Абдуллин. Даже для пропагандистов, ну простите, даже для них, я говорю, можно было бы придумать что-то посущественнее про наших мальчиков, там, про поддержку, про героев и так далее, пожалуйста. Целый пруд-пруди вопросов. Да хоть про сельское хозяйство даже республиканское, про удои. И то, наверное, более актуально было бы. Можно, знаете, делать скидку на то, что там люди волнуются и так далее. Это все есть, понятно. Но ясно, что вопрос придуман заранее. Ну, то есть, как бы это не импровизация. О, давайте, типа, спросите что-нибудь. Ну, хотя я, кстати говоря, вопрос тоже отправил, если на то пошло. В момент прямо трансляции через мессенджер Max я отправил вопрос очень простой. Почему вы не держите слово и обманули как минимум дважды? А именно по поводу того, что вы не собираетесь под себя переписывать Конституцию и не собираетесь оставаться в должности президента после 2008 года. Подумать только, такие вещи когда-то он говорил публично на таких же прямых линиях. Но, понятно, этот вопрос не прозвучал и даже не отобразился случайно на медиаэкране, где, кстати, там были любопытные вопросы, да, некоторые по поводу блокировки интернета, например. Но оказывается, для того, чтобы на экран попасть случайно, нужно было слать смс-ки. Вот, что-то я это не учел и так не поступил. В общем, как-то так все это прошло, переоценивать значимость не будем, но мы услышали, что даже сам себе он противоречит, особенно в вопросах войны и мира, буквально в рамках одного и того же эфира. И вывод один и общий. Он готов воевать дальше и бесконечно долго. Это, в общем-то, опять же, для нас с вами не новое известие, но в очередной раз подтверждение своим прогнозам лично я, по крайней мере, получил. Дальше, другим новостям. Наша замечательная землячка, коллега и активистка Ольга Комлева переведена из СИЗО в женскую исправительную колонию номер 28, колония общего режима в городе Березники Пермского края. К счастью, не так далеко от дома, хотя это все-таки уже соседний регион. Об этом сообщили уфимские знакомые журналистки. Как следует из сообщения в телеграм-канале, Комлевой журналистку вывезли из уфимского СИЗО-1 еще 4 декабря и этапировали в Березники с остановками на пересылках в СИЗО Челябинска, Екатеринбурга и Перми. Далее в Соликамск, находящийся в 30 километрах от Березников. Ну, маршрут, конечно, так себе, хотя мы понимаем, что он, видимо, обусловлен наличием железных дорог. Насколько известно, активистку должны доставить в колонию сегодня вечером, писали наши коллеги 20 декабря, то есть в субботу. Судя по всему, она уже доставлена туда. Что важно тут отметить, в колонии 28 с декабря 23 по июль 24 года отбывала наказание экс-координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева до тех пор, пока не была обменена в рамках большого обмена. В январе 24 года, со слов активиста и супруга Лилии Чанышевой Алмаза Гатина, а также ее адвоката Рамиля Гизатуллина, коллеги рассказывали об условиях содержания Чанышевой и других женщин, заключенных в этой колонии. В настоящее время в колонии отбывает наказание осужденная по баймакскому делу Сания Узянбаева,
наша с вами героиня Баймака. Ее приговорили к 5,5 годам лишения свободы. В ноябре 23 года издание «Пермь 36,6» опубликовало фильм «Женская колония изнутри. Рабский труд, роды под конвоем и дружба». В нем рассказывалось о женских исправительных колониях в Пермском крае, в том числе о колонии 28 в Березняках. Ну а что касается самой Комлевой, напоминаем, что 29 июля уходящего года Кировский райсуд в лице судьи Рафиса Набиева признал ее виновной в участии в экстремистском сообществе, а также в распространении военных фейков и приговорил ее к 12 годам заключения в колонии общего режима. 13 ноября Верховный суд Республики признал данный приговор законным. Впереди еще, возможно, кассация, но рассчитывать на то, что в кассации будут какие-то улучшения, мы, конечно, не можем. Поэтому, что ж, можно, наверное, Ольге Комлевой начинать писать письма, поддерживать ее по новому адресу. Поэтому вот этот момент, ну, даже, наверное, можно считать как плюсом, потому что нахождение в СИЗО, общеизвестно, это не очень комфортное, скажем так, и хотя, если это уместно вообще говорить про нахождение в неволе, но, в общем, находиться уже в местах заключения, как свидетельствуют все те, кто там бывали, немножко проще. Там уже есть какая-то работа, есть какой-то, я не знаю, быт, в конце концов. Вот. И, в общем, общаться, наверное, как-то проще. Уже свидания начинают появляться с родственниками и так далее, и так далее. Так или иначе, это не значит, что находиться в неволе – это нормальное и комфортное дело, поэтому поддержка нашим замечательным героям, политзаключенным нужна непрерывно. Так. Яма Башкорт тем временем пишет, что Березняки проваливается, город под землю, никто ничего не делает. Знаете, ничего про это не слышал. Знаю, что в Березняках есть небольшое предприятие, связанное с производством соды. Это часть нашей башкирской содовой компании. Вот. Ну, вообще, эти города Пермского края в целом промышленные. И можно предположить, что какие-нибудь под городом пустоты в связи с карьерами или, может быть, карстовые явления. В общем, гадать не буду, потому что не в курсе. Так, дальше. УФА-1 обратила внимание, что в нашей с вами столице продолжаются градостроительные, ну не чудеса скорее, а трагедии. Ну вот, например, стало известно, что на улице Зорге решили снести бывшее здание Центра соцзащиты, расположенное рядом с медицинским колледжем. В мэрии Уфы утвердили проект планировки, согласно которому здание на улице Зорге, где были вот эти вот государственные муниципальные учреждения, снесут и построят что? Правильно, жилой комплекс. Жилой комплекс какой? Правильно, высотный. Какие же еще могут быть жилые комплексы? Значит, 31-этажная и 6-этажная секция жилого комплекса. Также машина-паркинг на 251 машину. В документе отмечено, что справиться с дополнительной нагрузкой смогут уже имеющиеся в районе соцобъекты, школы и детсады. То есть они не нужны. Какой позор. Ну, то есть я помню, кстати, это здание, я там бывал, какие-то государственные муниципальные услуги получал, по-моему, свидетельство о рождении на ребенка. И получается, там были не просто отделения соцзащиты, а какие-то еще другие тоже были. В общем, неважно. То есть, понятно, здание, может быть, теперь не нужно, и оно устарело, и так далее, и так далее. Все понятно. Ну, почему обязательно строить вместо здания нужно жилую высотку? Почему нельзя построить что-нибудь? Да, блин, хоть торговый центр, прости господи. Да, я сейчас утрирую. Их тоже достаточно, они уже лишние. Ну, что-нибудь можно же построить. Ну, я не знаю, даже для тех же самых чиновников. Почему бы и нет? Почему обязательно нужно уплотнять застройку? Но ведь имеющаяся застройка там комплексная, она же завершенная в свое время. Ну, то есть, как бы ясно, что нагрузка антропогенная на территорию рассчитана была изначально еще советскими градостроителями, архитекторами.
Все, как бы это значит, что там людей достаточно. И благодаря этому, данная местность, она была относительно, приятной, что ли, для посещения. То есть не было ужасных пробок до сих пор и так далее, да. Но нет, надо убивать город дальше больше. Прекрасные в кавычках у нас с вами руководители. Искандер Махмудов присоединяется к нам позже. Но мы так или иначе рады каждому из наших гостей и зрителей. Так, по поводу Березняков Башкорт пишет, что там жили родственники, карстовые провалы, просто поиск фото в интернете, сделайте Березняки провалы. Понял. Так, вас смотрит так мало людей, пишет нам Дмитрий. Ну что ж, вот вы к нам присоединились, мы вам рады. Ставьте лайки, комментарии уже пишите. Так вот, глядишь, людей станет больше. Так, когда-то училась в этом медучилище на Зорге, запомнила дворец спорта, пишет Софья. Ну, те, кто учились на Зорге и жили в общежитиях, конечно, все эти места хорошо помнят и знают. Так, Уфа находится в 5 городов, где на 30% не распродается первичка. Кстати, вот эта новость тоже где-то промелькнула для меня, и это, конечно, было удивительным фактом. До сих пор ведь с продажами все-таки было все в порядке. И даже если люди не для себя, не для житья-бытия покупали эти квартиры, находились уфимцы и другие состоятельные люди, скажем, да, которые вкладывали деньги в недвижимость просто-напросто, чтобы где-то деньги хранить. А то, что сейчас не продается первичка в таком серьезном объеме, это, конечно, это критерий, это показатель. Понятно, что лично меня это совершенно никак не волнует, и вас, наверное, не должно волновать. Но застройщики, о чем они думают? Нафига им новые 31-этажки на каждом удобном месте посреди города? Понятно, что тут минимальные затраты для подведения каких-то коммунальных ресурсов, и не нужно территорию благоустраивать, облагораживать. Воткнул в свечку и пошел дальше гулять. То есть они выбирают путь наименьшего сопротивления, чтобы хоть как-то что-то построить. На мой взгляд, лучше вообще ничего не строить, разойтись тихонечко с миром и ждать другой конъюнктуры рынка, которая сложится, возможно, когда-нибудь. Но не в ближайшем будущем. Так, что у нас тут еще из новостей? Новости культуры, если можно их так назвать. Как пишет Уфа-1, уфимцы спорят о народной песне, которую переделали и перепели башкирская группа Айола и певица Алсу, которую тоже с некоторой натяжкой можно назвать башкирской, поскольку она имеет корни из Илишевского района, расположенного на территории Башкортостана. О чем речь? Дело в том, что, Алсу и Айола спели песню «Ай былбылым». Известная песня, по-моему, народная, да, если верить тому, о чем пишут. Песня действительно замечательная, прекрасная. И вот они ее спели. В звуковом виде она уже есть. Есть отрывки из будущего клипа. В общем, кто-то скажет, молодцы, народную культуру помнят и развивают, а кто-то пишет, что вот у них все это ужасно получилось, поэтому лучше бы занялись бы чем-нибудь другим. И та, и другая точка зрения имеет место быть. Я сам слушал, надо сказать, и действительно, боже мой, произношение очень сильно хромает. Хоть немножечко стараться нужно, наверное, произносить более или менее правильно, даже если есть с этим сложности. Тем более, что на такие вещи уже внимание обращено неоднократно. Например, в случае с Айелой с момента выхода их главного хита «Хмай». А вышел он еще в марте, да, если я правильно помню, в марте. В общем, двоякое ощущение, как обычно, да? Еще раз, как обычно, это неплохо с точки зрения популяризации, сохранения тех же самых культурных особенностей и языка. С другой стороны, по качеству есть вопросы. И если комментарии оценивать, которые собирают, например, в издании Уфа-1, то они тоже очень разные. Кто-то всеми руками поддерживает, кто-то всячески осуждает. Я думаю, что и среди наших зрителей тоже будут разные оценки этого явления.
Вот, если не видели, не слушали, посмотрите, послушайте. По-моему, ну, по крайней мере, это достойно того, чтобы быть услышанным хотя бы раз. О нравах и о коррупции, о той самой бытовой коррупции, которая является основой основ нашей с вами жизни в Башкортостане и России в целом. Женщина в Республике Башкортостан 6 лет ездила за рулем с купленными правами. То есть, конечно же, этот заголовок можно сразу масштабировать и предположить, что таких, кто и сейчас ездит с купленными правами, тысячи, наверное, да, если не десятки и сотни тысяч. Но есть отдельный вот эпизод, который оказался достоянием общественности. Гаишники остановили, значит, женщину в Бурзянском районе и выяснили, значит, что сидевшая за рулем 43-летняя моя ровесница не только управляла автомобилем, не вписанным в полис ОСАГО, ну то есть не имела страховки, но и использовала поддельное водительское удостоверение. Предъявленное ею удостоверение при проверке по федеральной базе госавтоинспекции оказалось числящимся за другой гражданкой, хотя данные владелицы были идентичными. Вот тена. Женщина пояснила, что в 2019 году, находясь на лечении в больнице, она через соседку по палате, имени которой не помнит, за 70 тысяч рублей приобрела бланк водительского удостоверения на свое имя. Документ визуально походил на настоящий, и она в течение 6 лет им пользовалась, считая его вполне законным. В отношении нее составили протоколы, ну и теперь какая-то будет ответственность. Ну, как бы ладно, я думаю, что в тюрьму на долгий срок не сядет, как бы и разберется. Возможно, даже действительно она лично не является злостной преступницей, а думала, что права настоящие. Но ведь этот сам вот факт, он о чем говорит? И мы сами с вами знаем. Наверняка у каждого были или есть знакомые знакомых, какие-нибудь родственники, которые не совсем по законным схемам получали водительское удостоверение в республике. И в прошлые годы, и сейчас, самое главное, могут это сделать. К сожалению, я много раз слышал о том, как это все работает. И я помню прекрасно, как это все работает в итоге на выходе, как себя ведут автолюбители. Просто возьму простой пример. Я сейчас даже не про грубые нарушения ПДД, там, в виде нарушения скоростного режима, несоблюдения знаков там, и так далее, грубость взаимную. Я про незнание вот элементарных правил, скажем так, парковки даже автомобилей. Вот уж извините, может быть, не всем интересно и актуально, но тем, кто в теме, наверное, будет понятно. Я всегда, живя еще в Уфе, внутренне возмущался, например, заезжая на какие-нибудь организованные парковки при торговых центрах. Возмущался чему? Тому, как люди часто паркуются, занимая 1,5, 2, 3 места. И так они это делают обычно, когда заезжают передней частью машины в карман, так скажем. Мне давно известно с первого дня, как говорится, езды за рулем, что это неправильный и неэффективный способ ставить свой автомобиль. Неважно где, на улице, в помещении, в любом месте. Надо ставить задом, и тогда минимальное место для этого дела, значит, используется, и потом всем удобно, и соседям, и тебе при выезде. Здесь, получая подтверждение прав, я убедился в том, что этому отдельно учат, и это является отдельной частью, неотъемлемой частью практического экзамена. И я вижу, что какая бы ни была парковка общественная на улице, там, в торговом центре или где, 99,9 автолюбителей вот таким образом ставят свои автомобили. Правильно, ровно и эффективно. А если кто-то ставит по-другому, то при более внимательном взгляде выясняется, что это наш с вами соотечественник, часто который переехал сюда по программе поздних переселенцев, так называемых, то есть этнические немцы, вот вы понимаете, о ком я говорю, это люди, которые часто Путина любят, в общем, вот будете смеяться, заезжаешь в магазин, так называемый русский, за товаром, и там на парковке вот это вот все, к чему я раньше привык и уже успел отвыкнуть. А там люди, сами знаете, там покупатели – это вот наши с вами соотечественники. Я про них вообще могу бесконечно говорить, если на них смотреть и слушать, они вот
уж извините, худшее проявление всего, что есть в наших людях. В наших людях разные качества срослись, и хорошие, и не очень. А тут у них и внешний вид где-то там в конце 80-х, в начале 90-х застрял, и поведение даже. Знаете, у нас многие соотечественники все-таки немножечко за последние годы, довоенные, скажу, годы, как-то обросли какими-то приличиями, взаимным каким-то пиететом стали пользоваться. Ну, иногда, не всегда. А здесь грубость на грубость абсолютно. Вот все самое плохое, говорю же. Ну ладно, это я отвлекся. Так вот, права, соответственно. И много могу примеров приводить о том, как отличается езда здесь от той, которая у нас есть в Уфе. И я абсолютно убежден в том, что часть этих различий, очень существенная часть различий обусловлена тем, как эти самые права достаются гражданам. До тех пор, пока у людей есть возможность покупать удостоверение, говорить о изменении езды, культуры вождения мы, конечно же, не будем. Это невозможно. Вот. Вот Валерьян пишет, что это не незнание правил, это хамство. Хамство понятно, но вы поймите, люди, я помню хорошо, соседи у меня что ли не были, я же обсуждал, люди тупо не умеют ездить задом. Их не учил никто. Они как бы передом ездить научились, потому что во время езды ты уже привыкаешь, ты уже учишься, и правила более или менее знают. Но они не учились реально в автошколе и не сдавали нормальный экзамен в подавляющем большинстве. И движению задом их никто не учил. Поэтому у них этот навык отсутствует. Просто-напросто отсутствует. Я лично занимался просвещением соседей. Я видел, что люди первый раз в жизни буквально двигались задним ходом. И для них это какой-то вообще темный лес. Особенно уж, извините, для представительниц прекрасного пола. Ничего против не имею, но в принципе это всех касалось. А почему они не умели? А потому что не было нужды. Потому что никто им не объяснял, что нужно так именно использовать максимально эффективно территорию. С учетом того, что в городских дворах давным-давно коллапс совершеннейший, я про Уфу говорю, где негде парковаться было еще в нулевые годы, то сейчас, конечно же, это не менее актуально. Так. Смотрите-ка, тут какие интересные данные. Ух ты, про первичку, смотрите, вы пишете, да? Юзер пишет, в 2020 году купила квартиру, до сих пор половина не заселена. Банк судится с застройщиком, вот-вот суды закончатся. Представитель банка говорит, что после они продадут почти за полцены, иначе никак. Какая прелесть. Расхватывайте, да, как говорится. Так. Еще хорошая вещь была накопление баллов за штрафы, пишет Валерьян. Правильная вещь. Вот здесь в Германии она есть, и эти баллы могут привести к тому, что в конце концов тебя либо лишают на какое-то время прав, либо если ты совсем уж там злостный нарушитель, тебя могут лишить и самой лицензии. То есть это уже полная пересдача с нуля потом при возвращении. Много разных санкций. Вот. И это, да, действительно правильно. Потому что штрафами многие очень легко отделываются. У нас есть, так скажем, состоятельные россияне, которые вообще не парятся по поводу штрафов, гоняют направо и налево и платят эти штрафы, может быть, даже. Потому что, денег много. Но эти штрафы, им ни жарко, ни холодно. Хоть миллион штрафов на 100 миллионов рублей в год, и это ни к чему не приведет. Ты дальше можешь ездить и нарушать. Понятное дело, что недостаточно такого рода наказания. За систематические нарушения должны быть дополнительные меры взыскания. Иначе все это бесполезно. Так, спасибо, Яна Башкорт, за лайк. И вам надо идти, и всем, наверное, надо идти, поэтому я тоже закругляюсь. Мне тоже, собственно, пора. Поэтому спасибо, увидимся завтра. И, как говорится, продолжаем готовиться к новогодним праздникам, так или иначе. Будьте здоровы и до новых встреч. Всем пока.